участвовали на международном турнире, который проходил в городе Москва. И заняли достойные места. Вы представляете, 5 золотых, 7 серебряных и 3 бронзы. Вот мы их сейчас и представим. В нашей сегодняшней студии Сабира Чилпакова, директор Национального центра детей и юношества Сейтек. Она сегодня в нашей студии. Также в нашей студии Козубеков Джанболот, Кокумбеков Кызы Элес и Турдубетов Эрбол. Доброе утро. Доброе утро. Я еще наши в ауре чемпионы. 8 марта, поэтому... Вот присаживайтесь. Так вот, да. Джентльмен. Джентльмен. Как настроение? Отличное, как обычно. Замечательно. Как Боевое, рабочее. Боевое. Вы, как всегда, на своем посту. Рядом дети. А кто же еще? А кто же еще? И Вот весь и я и Национальный центр детей и юношества Сейтек. Первая пионер-вожатая. Вот Спасибо. я вспомнил. В нашем Кыргызстане. Правильно. Какие планы? Впереди у нас каникулы долгожданные весенние. Вот, впереди у нас называется громадье. И вот, как вы говорите, уже сколько лет пионерами мы были, вот на протяжении 85 лет наш Национальный центр детей и юношества Сейтек берет свое начало из Дворца пионеров и школьников имени Качана Джекобова и является главным центром, главной кузницей маленьких талантов и внешкольного учреждения. Но надо сказать, что и до сих пор эту миссию центр не утерял, который объединяет культурную жизнь жителей Бишкека, не только в кузница кадров, но и для всей страны, и не только для республики. Сабира Муслимовна, ну как мы без вас? Ну это просто, знаете, все таланты, как говорится, в одном центре, и без участия ваших творческих коллективов не обходится ни одно мероприятие в городе, в столице, вообще в стране в целом. И не только у нас в республике, как действительно в стране в целом. Вот сейчас наши коллективы выезжают по приглашению Тюрксои в Турцию на празднование Навруза по некоторым городам Турции. И несколько человек, 30-70 человек ансамбля «Шаттык», вы его прекрасно знаете, народно-образцовый ансамбль «Шаттык» вот выезжает на это празднование. А также ансамбль хореографии «Азия Нур» выезжает в Измир. И Джермаюч Нисан – это детский международный праздник и независимости Турции. А также выезжает в Анталию 60 человек. Это камузисты наши, байчичаки и танцевальный коллектив «Улыбка». Вы его тоже прекрасно знаете. Ну, конечно, народно-образцовый ансамбль. Вот я хочу спросить у вас, обрадуйте и удивите нас, сколько учеников, сколько детей в Сейтеке занимается? Ну, более 3000 детей. Это уже официально. Ну и плюс есть те, которые филиалы у нас по областям, которые активно принимают участие в культурной жизни нашей страны и тоже бывают на различных международных фестивалях, завоевают различные медали, являются лауреатами и дипломантами международных фестивалей, конкурсов, а также и постоянными членами вот различных мероприятий. Вот наши как раз ушуисты вот только-только вернулись из Москвы. Поздравляем они у вас, нас ребята. являются медалистами. Может, они немножечко сами расскажут, как Отличный результат. Ну, представьте, вот 5 золотых медалей, 7 серебряных и 3 бронзы. Это же такой вот труд и старания ваши. Вот, Элес, ну давайте начнем с вас. Вы чемпионка наша. И, значит, еще раз представлю вам наших спортсменов. Кокумбек Кызы Элес, мастер спорта Кыргызской республики, чемпионка мира по традиционному ушу. И Кокумбеков Джанболот, я его тоже давно знаю, вернее, извиняюсь, Козубеков Джанболот, мастер спорта Кыргызской республики, чемпион международных турниров по традиционному ушу. Также у нас самый юный, да, вот спортсмен, это у нас Турдумбетов Эрбол, кандидат в мастера спорта, да, уже, молодец, чемпион Кыргызстана по традиционному ушу. Доброе утро еще раз, ребята, поздравляем. Доброе утро. Ну как прошел турнир, рассказывайте.
Ну, крупнейший международный турнир «Московские звезды» проходил с 22 по 28 февраля 2022 года. И наша сборная Кыргызстана приняла участие вот в таком международном турнире. И наша страна представляет нашу страну вот в этом турнире уже 7-й раз подряд, 7-й раз. И в этот раз, как вы заметили, мы завоевали 5 золотых, 7 серебряных и 3 бронзы. На этом турнире участвовало более 1000 человек из 15 стран, таких как Чехия, Германия, Румыния, Латвия, Молдова, Египет и множество других стран. Было очень грандиозно в связи с тем, что в целом в мире, да, после пандемийного вот периода, и мы так рады были, вот прям вот все вот проходят выступления, да, на ковре, и это все грандиозно прошло. Ну, мы рады. Вы знаете, рады. я, извиняюсь, Дана, я вот горжусь вами, потому что в те времена, когда проходил чемпионат в Москве, у нас был юбилей кыргызского флага. И вы, красавчики, благодаря вам наш кыргызский флаг несколько раз поднимался как чемпионы, серебряные Вы правы, призеры. да. Это вот я вам Это сейчас прям говорю. совпало. Да, вот вам огромное спасибо за ваш труд, за ваши успехи. Вот я знаю, что вы, несмотря на пандемию, вы занимались, и это как раз-таки вот результат этого турнира стал показателем того, что вы не сидели сложа руки. Ну и давайте, Джанболот, расскажите тоже о своих впечатлениях. Впечатления, конечно, очень хорошие, потому что за эти годы, когда пандемия, все эти, никаких соревнований не было, мотивация, Скучно. да, скучно стало тренироваться, вот. Раз любое соревнование, это как бы мотивация к улучшению себя, совершенству, это крутые ощущения, хочется еще больше тренироваться. Вот это конкуренция. Да, конкуренция, когда в моем группе были все чемпионы мира, и напряжение еще 2 раза больше, и хочется еще доказать еще на чемпионате мира это. И Спасибо. им нос утереть, сказать, я лучший. А Конечно. победа это дорогого стоит. Конечно, И вот конечно. такие наши успехи постоянно. Мы являемся и постоянными участниками Дельфийских игр, различных больших соревнований. И везде наши занимают первые места. Мы занимаем вот недаром, что наш Национальный центр детей и юношества Сейтек в 2007 году был присвоен статус национальный. А в 2011 году нашему центру был вручен указом президента медаль «Данк». Кузница победителей и чемпионов. Да, кузница кадров, можно сказать. Да. Это маленькие звездочки, которые потом являются большими людьми, которые занимают хорошие положения, которые Гордостью являются Кыргызстана. гордостью. Вот Евгений Бобров, вот мы сейчас говорим про пионерию, он выпускник Дворца пионеров, он был командиром Союз дружных городского пионерского штаба, он является героем России. И у нас много таких вот наших выпускников. Достойно. Ну, глядя на вас, Достойных. растет наша молодежь, Да. берут пример, и вы являетесь главным таким вот мотиватором. Спасибо. Мотором. Мотором. Спасибо большое. Леонид вот сказал, мы действительно вот сейчас каникулы, и мы на каникулах уже приглашаем всех наших жителей к нам на различные спектакли. Вот 15 числа у нас будет спектакль «Хиросима». Ставит театральный наш студия. Называется «Шкит». Шикарно, когда играют дети. Знакомы с Они ними, уже знакомы. очень тоже занимают первые места. Их Бахет, вот сейчас да, тоже там приглашают в главный Москву. режиссер, Да, художественный Бахет. Вот. И они вот ставят в 10, в 12, в 14:00. Мы вас всех И вот приглашаем. самое интересное, что это Придем, историческая постановка, чтобы наша молодежь знала об этом. Особенно актуально вот в нынешнее Да, время, да. когда нужен мир, взаимопонимание, согласие. Вот. А танцевальный коллектив «Азия Нур» 14 и 16 ставит тоже прекрасный, замечательный концерт. Программа очень хорошая. 17 марта мы приглашаем всех на празднование Науруза. Вот уже
обновление, весна, Да, 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 прекрасное да. настроение, очищение. Поэтому приглашаем вот уже на празднование Нуруза и 30-летие вступления Кыргызстана в Организацию Объединенных Наций. Мы приглашаем все дипломатический корпус, все международные организации, посольства, консульства, всех своих партнеров, друзей. Ну, у вас такая насыщенная программа. 17 в 16:00, а в 18:30 это будет для родителей, где мы будем показывать традиции, обычаи кыргызского народа и танцы народов мира. Это вот у нас будет Великолепно. 17. Ой, ну Ну и здорово. впереди 19 мая. А Да? 19 мая это День день пионеров. пионерской организации. Будьте готовы, Всегда всегда готовы. готовы. Всегда готова. Поэтому мы 19 мая просто тоже так же планируем провести и столетие, в этом году столетие пионерской организации, и заодно юбилей, 85-летний юбилей Нашей нашего, кыргызской. нашего центра, преемника Дворца пионеров и школьников. Приглашаем Качана Джакипова. имени Качана Ну, Джакипова. а там еще немножечко времени, и 1 июня. А День 1 защиты детей. Тоже, наверное, у вас идет А на День подготовка. защиты детей у нас всегда большая программа. Мы выступаем на различных... Везде. Везде. Да. Куда ни глянь, везде центр Сейтек. И мы рады, и мы гордимся, что мы являемся вот центром, будем так говорить, светочем Главным внешкольного, республиканским, да. внешкольного дополнительного образования. И в первую очередь, конечно, это эстетического, художественного и спортивного. Ой, ну Великолепно. столько прям таких вот замечательных новостей у вас. И, Сабир Муслимовна, ну, мы просто даже будем, наверное, записывать, чтобы куда пойти, куда направить своих детей, чтобы они провели отлично время, отлично свои каникулы. Мы бы вот и сегодня пришли, но сцена маленькая для нас. Да, для 3000 это, конечно, маленькая сцена. Приглашаем. Ну, человек 30 мы бы вместили. В следующий раз. Все. Ну и сейчас юного нашего спортсмена тоже хотели бы поздравить и услышать его мнение относительно прошедшего турнира. Спасибо большое. Ну, для меня международный турнир «Московский звезд» — это самый крупный за мои 15 лет. Было очень круто, так сказать, повидать всех участников, всех людей, всех тех спортсменов, которые, ну, у которых больше подготовка, у которых ну, сильнее, так сказать, мастерство, да, и очень было интересно на них посмотреть с другой стороны. Было чего поучиться. Да, да. Самое главное, вот я набрался опыту, и теперь у меня еще больше, так сказать, мотивации, стимула еще больше тренироваться. Мгм. Ну давайте посмотрим ваши награды. Ну вы не с пустыми руками сегодня пришли к Ну, нам. давайте хвастайтесь. Хвастайтесь. Сегодня у нас тут и грамоты, и медали. Где? Давайте Так. с чемпионских начнем медалей. Так, давайте, показывайте, Так, это Джанболот. Эти золотые медали. Эти золотые медали, вот Я три так люблю золотые медали держать. Ну еще бы, кто их не любит? Да. Посмотрите, как они блестят. А С другой тяжеленькие? стороны прям написано, это что это московские звезды, Moscow Wushu Stars, Да. как турнир называется. И вот серебряные и бронзовые медали. Чемпион. Ну давайте, тоже мы вот так вот крупненько Вот это их еще покажем, Ну, это посмотрим. вся заслуга, Золото, и да, все конечно. эти медали мы тренируемся в нашем родном Ситеке. И вот вся вот наша альма-матер, вот вся наша альма-матер вот начинается с Ситека. И такие вот медали, что мы участвуем и в чемпионатах мира, и в разных крупных международных турнирах. Все это начинается с Элес, Ситека. ну давайте тогда дайте мотивацию нашим молодым ребятам, девчатам, чтобы они тоже занимались спортом и участвовали в таких вот международных соревнованиях. Камера ваша, все внимание. И здесь вам. они занимаются, дети, с 3 лет, и возраст еще самый бывает большой. 70 лет. 80 При- уже приближается. Принимаем любой возраст. А руководители ограничиваем никакие Лопаткин Евгений Викторович и Наталья Нечрет являются чемпионами мира по А традиционному после ушу. 70 лет они опять детям становятся, понимаете? Как Лаус, Вам, Элес, вам слово. слово, да. Так, уважаемые юные зрители,
Мы желаем, чтобы вы занимались спортом, были бодры Сейчас как покажете. духом, так и телом. Любой вид спорта приветствуется. И если что, заходите к нам в СИТЭК, там вы можете заниматься ушу и также участвовать в таких международных крупных турнирах, в чемпионатах мира. Мы желаем вам удачи и, главное, желание стремиться тренироваться и любить свою родину, представлять, потому что мы очень горды, когда вот во дворце спорта, который, да, на этом турнире, и когда ты видишь на огромном экране, что вот пылает наш флаг Кыргызстана, ты так горд, так, что ты представляешь эту страну. Я вам, юные наши зрители, желаю, чтобы вы нашу страну прославляли, представляли. Спасибо большое. Я сейчас с гордостью хочу чемпионки мира вот так вот повесить. Спасибо вам большое. Вам спасибо за ваше достижение и за то, что вы прославляете нашу родину. Молодцы, вам аплодисменты. Ну, а покажут сейчас настал свое мастерство. период, когда мы можем с уверенностью сказать, что наши ребята самые продвинутые, самые талантливые, и пусть они продвигают наш Кыргызстан на международных аренах. А сейчас мы хотим, На чтобы практике? вы показали нам некоторые элементы Что ушу. ж такое, давайте немножечко расскажем небольшую вводную, что такое ушу? Ушу – это боевое искусство, которое тренирует человека как внутренне, так и физически. У нас вот в целом в ушу уделяется на то, чтобы человек всесторонне раскрылся. Вот, например, у нас единственное в Средней Азии на сцене Национального центра СИТЭК мы проводим не только чемпионаты города, чемпионаты республики, да, вот, но и на сцене СИТЭКа мы ставим, как неожиданно, спектакли по ушу. И вот скоро, вот, например, вот Цибера Муслимовна перечислила столько, что разных как бы событий вот произойдут, да, в СИТЭКе. И в числе них также есть у нас спектакль «Зов кунг-фу», который будет вот 18 марта и 17 марта тоже. Поэтому приглашаем вас. Спасибо. Прийти, посетить. А теперь покажите свой класс, свое мастерство. Покажите. А какие красивые костюмы. Боевые, Вот это вроде, как раз наша сборная. вроде боевое направление, но все делается в катах, все делается красиво, и не скажешь, что вот это вот боевое. Просим вас. Так. Поближе, ребята. Молодцы!
Главное, Отличное страшно исполнение. крикнуть. О, молодцы, молодцы, ребята. Прекрасное Спасибо исполнение, большое. прекрасное Вы выступление. действительно чемпионы. Но это же очень сложно выполнять такие элементы. Так надо еще вот эту вот, это меч называется, Можно да? посмотреть? Надо, вот, на, попробуй ты этот, а я вот... Спасибо. Ой, даже вот страшно этот, держать. я- Кстати, а ты посмотри, они еще и двойные. Ага. Он тут по половинке, и его надо попытаться еще вот так вот. Ха! Сделать. Давайте, вот так вот, Так, синхронно. вдвоем. Раз, два, Раз, три. два, три. О, Мы Замана! не, ну это действительно Как прям жужжит вдохновляет. Вот я тут Зарядилась? смотрю. Я, О, у меня конечно, на весь рабочий день. от чемпионки мира попался меч, и я прямо уже как минимум чемпион А вот с бамбуком-то как? С Средней бамбуком. Азии и Казахстана. Это настоящий бамбук? Это бянь, называется хвост тигра. Ага. Это представитель инвентаря. но Ой, оружия подождите. стиля Сейчас, минуточку, Элес, я микрофон, надо же. Вы забыли, что у вас микрофона нет. Это у нас Объясняйте. традиционный вид оружия, называется бянь, Бянь. означает хвост тигра. Это вот похожие вот колечки, как у тигра, вот означает, и у нас вот 13 штук, и как раз у нас мастер Ли Дзяньпин, как бы виртуозно владеет данным видом оружия. Ну, инвентаря. Эрбол прям так красиво выступил. Вот покажи, какой-то ты такой элемент сделал. Вот я даже не запомнила сразу. Ага. Это, наверное, что-то связано с тигром, Это да? тоже боевое оружие? Да, и в древние времена вот вместо деревянного использовали довольно увесистый вот такое же оружие, но оно состояло из металла, из полнейшего металла. Но он же тяжелый. Да, тогда тяжелый, должен как быть. бы и дерево сейчас, да, убеждаете, что оно довольно. Джанбулот, а вот польза от традиционного ушу. Традиционному ушу, как сказать, владение, то, что... Все, владеть можно всем. То, И что в руки телом, и попадет. мозгами, Да, головой. конечно. Вот как в фильмах Джеки Чана. Вот в фильме он берет то, Боевой что... дух. Да. Вот берет стул и с ним тоже владеет. Берет ложкой тоже. Раз. Сегодня, кстати, Традиционно день ушу. рождения у Чак Норриса. С днем рождения, Чак. Передадим обязательно. Элес, скажите, пожалуйста, вот польза для здоровья. Я знаю, Ну, что самое всё главное, вот, полезно. Физическая мы- активность это полезно. Да. Но что конкретно дает ушу? Конкретно дает вот внутреннее, вот в фильмах говорят умиротворение, спокойствие, да, вот и в целом считают, что боевые искусства такие агрессивные, да, но изначально боевое искусство ушу направлено на защиту человека в целом, чтобы он стал с человеком большой буквы. И недаром люди, которые занимаются боевыми искусствами, считаются не только вот, которые дерутся всеми видами оружия, да, но и тонкими философами, поэтами, музыкантами. И, как Джамбулот правильно подметил, развивает все стороны человека. Это не только спорт, но и Да, искусство. Да, но искусство, поэтому боевое искусство. Спасибо Пацанов, большое, ребята. Спасибо Приглашаем вас в большое. Сейтек на все спектакли, на все мероприятия и поздравляем с наступающим Я праздником. думаю, Нурус. спасибо огромное. И вас Спасибо. также. Ваш сайт есть в интернете, Да, и всю информацию по праздникам можно там узнать. Спасибо вам большое, Сабир Спасибо Муслимовна. большое. Вам сил, Спасибо энергии вам, и ребята. здоровья, Спасибо. вам процветания, успехов. Ну а мы продолжаем, дорогие друзья, в студии Замана. Доброе утро!